Северной Осетии в эти дни проходит 12-й по счету форум молодых исследователей «Ступень в науку», который объединил более сотни талантливых школьников со всех уголков республики. Все они победители всевозможных конкурсов и олимпиад. Ребят уже сегодня называют будущей научной элитой России. Программа мероприятий в этом году насыщенная. Дискуссионные площадки по математике, истории, биологии, лингвистике, химии и медицине. Подобные мероприятия, они очень важны не только для нашего региона, и в целом для Российской Федерации. Вы видите, какой активный интерес у правительства, у представителей Министерства образования к подобным мероприятиям. Лицо науки, очевидно, молодеет, и поэтому делается все для того, чтобы привлечь в эту среду, в научную среду, молодежь, детей, для того, чтобы видеть перспективы их в будущем. С каждым годом желающих попробовать себя в области научных исследований становится больше. Успешные выступления на этих площадках практически гарантируют поступление в ведущие вузы России. Участники детского конкурса порой поднимают самые серьезные темы. Юные дарования буквально засыпали вопросами научную комиссию. Восьмиклассница Диана Эдорчинова рассказывает, что с темой научной работы определилась сразу. Ученица гимназии «Диалог» исследовала тему «Психологические барьеры в системе ученик-учитель». Достаточно часто я слышу от своих друзей то, что у них возникают проблемы, когда они общаются со своими учителями. И мне стало интересно проанализировать их проблемы в системе, когда межличностного общения. И в ходе этих опытов я узнала многое об этой теме и могу предположить, могу дать советы учителям, как лучше общаться со своими учениками, чтобы не возникало ссор, конфликтов. Впереди у ребят защита проектов. Уже через неделю станут известны имена победителей. Авторы лучших исследовательских работ отправятся на всероссийские конкурсы «Национальное достояние России» и «Первые шаги в науку». Для многих школьников этот конкурс станет первой ступенью в мир больших открытий. Земфира Лулаева, Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.